Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Доброе утро. Расскажите о лесопожарной обстановке на территории региона на сегодняшнее утро. Доброе утро. Сегодня на территории Республики Саха-Якутия действует 49 пожаров с учетом зоны контроля. Из них 11 охраняемые зоны. Это у нас Осьмайский, Черепчинский, Вилюйский, Ангельский, Хангаласский, Намский, Улусы. Локализовано на сегодняшний день 4 пожара. Это у нас в Черепчинском, Осьмайском, Хангаласском, Намских районах. И ликвидировано тоже 4 пожара. Это 2 в Жиганском районе, Осьмайском и 1 в Хангаласском районе. Всего задействовано 304 человека в тушении пожара и 308 единиц тяжелой техники. На сегодняшний день идет передислокация сил и средств. Воздушное судно задействовано 3. На сегодняшний день в Вилюйском районе заброшено 12 тонн воды вчера в пожаре село Кубенде Вилюйского района. Оно находится более 5 километров от населенного пункта. Задействовано 72 человека, 6 единиц техники. Прошло именно по расширению мелиоризованной зоны 14 километров пройдено. 2 пожарных автомашины и 21 человек аэромобильной группы сегодня прибудут. На месте находятся 2 пожарных автомашин и службы авиалесохраны, Якутлесресурса и пожарной службы, те, которые задействованы совместно с местными жителями в тушении лесного пожара. Экономике и населенным пунктам на сегодняшний день угрозы нет со стороны лесных пожаров. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Оптимальное время для предупреждения гриппа. В республике стартовала прививочная кампания. Высокое звание. Алдану присвоен статус города трудовой доблести. Ставка на молодые кадры. Росатом запустил программу целевого обучения якутян в центральных вузах страны. Президент России Владимир Путин одобрил присвоение звания «Город трудовой доблести» 12 городам России, в число которых вошел Алдан. По словам президента, список городов трудовой доблести в нашей стране будет пополняться. Напомним, это почетное звание присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Подобный статус даст городу возможность войти в федеральную программу, которая предоставляет строительство большого комплекса Площади Победы. Звание присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы. Алдан занимает особенное место в истории республики. Это не только один из промышленных центров, но и город, внесший большой вклад в дело победы. Из 14 тысяч жителей на фронт ушли 11 740 алданцев. 7 призванных алданским военкоматом стали героями Советского Союза. За годы войны в Алдане добыли для страны почти 16 тонн золота. Звание и в истории города станет для республики достойным подарком к столетию якутской промышленности и может стать первым в истории Якутии.
К 2028 году в Усть-Куйге будет построена атомная станция малой мощности на базе реакторной установки «Ритм-200». Объект позволит практически в 2 раза снизить стоимость электроэнергии в Устьянском районе и позволит сократить выбросы углекислого газа на 10 тысяч тонн в год. Росатом уже начал подготовку будущих специалистов-атомщиков, которые будут работать на станции в Усть-Куйге. О будущих высококвалифицированных кадрах для республики в материале Айсены Бурнашовой. Ставка на молодые кадры. Росатом запустил программу целевого обучения якутян в центральных вузах страны. Образовательный проект стартовал весной этого года и тут же получил отклик. Из 11 якутских абитуриентов, пройдя серьезный отбор, порог ведущих университетов уже переступили 4 студента. Один из них – Валентин Шадрин. Учусь в ВУЗе Нижегородском государственном техническом университете, в Институте ядерной энергетики и технической физики. Был открытый конкурс, нам преподаватели рассказали, что вот есть возможность обучаться на целевом обучении от такой серьезной организации. Требовали портфолио, получается, чем больше было достижений, чем у вас было больше шансов. Выпускника СВФУ, будущего физика-ядерщика, с детства интересуют технические науки, в частности, атомная энергетика. Вместе с Валентином приблизиться к мечте программа целевого обучения Росатома позволила еще 3 якутянам. Они поступили на программу специалитета Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Мы приняли решение готовить персонал для нашей будущей атомной станции, и предпочтение ребятам из Якутии для того, чтобы они смогли получить образование и вернуться домой. Мы лучшим студентам оплачиваем стипендию дополнительную, тем, кто будет учиться на хорошо и отлично, а также возможность оплаты дороги домой на каникулы для того, чтобы было ребятам комфортно. После обучения якутяне будут задействованы сначала в проекте сооружения атомной станции, а затем и на самом объекте при его эксплуатации. Только в период строительства в Усть-Куйге будет создано до 700 новых рабочих мест. Росатом уже планирует расширять целевой набор. Следующий конкурс состоится летом 2022 года. О количестве мест в списке вузов и этапах отбора можно будет ознакомиться весной. Любой абитуриент может принять участие в конкурсе, и если он хорошо сдаст экзамены в школе, ЕГЭ сдаст, высокий балл проходной получит. Коллеги из Министерства образования Якутии помогают нам в привлечении студентов. Я думаю, что, наверное, пока самый правильный путь такой, через Министерство образования. В дальнейшем, возможно, это будет тоже на сайте Росатома. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва, Нижний Новгород. В новом эпидемическом сезоне 2021-2022 года в Якутии стартовала прививочная кампания против гриппа. В настоящее время в республику поступила первая партия противогриппозных вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Бесплатную вакцинацию против гриппа можно получить в поликлиниках по месту жительства или работы. Также работают выездные прививочные бригады по месту учебы, работы и жилья. Оптимальное время проведения прививок против гриппа в период с сентября по ноябрь. Это объясняется тем, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости. О том, как защититься от коварного вируса и облегчить протекание не только самой болезни, но и ее последствия, знают якутские ученые. Они разработали уникальный препарат бетукладин, который ожидает сертификации уже в ближайшем будущем. Детали о том, как прошли клинические испытания и планируется ли массовое производство препарата, узнавал Дмитрий Тымыров. Прорывные научные изыскания готовы войти в нашу жизнь. Этим летом ученые Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук завершили испытательные работы по изучению свойств биологически активной добавки собственного производства – бетукладин. В общем-то, сейчас препарат полностью уже испытан. Уже очень много добровольцев его принимало. Сейчас последняя уже стадия сертификации. Как только сертификация закончится полностью, мы получим сертификат, мы будем официально его уже производить и выставлять на продажу. Отметим, что разработку данного препарата ученые института начали как профилактического средства от таких заболеваний, как и гепатит и туберкулез. Однако в ходе клинических испытаний бетукладин зарекомендовал себя как эффективный помощник для борьбы с последствиями COVID-19. Дело в том, что это препарат комплексный.
он включает фракции биоактивных веществ, которые мы выделяем из двух природных источников. Это слоевище лишайников, ягель в простонародье. И второй источник – это кора березы, береста. Но я бы сразу хотел предупредить о том, что самим можно, конечно, собирать ягель, собирать кору, перемалывать, использовать. Хуже не будет, но толку особо тоже, уважаемые телезрители, не ждите. Потому что речь идет о том, что эти два сырьевых источника подвергаются достаточно глубокой биотехнологической переработке. Свойствами этого чудо-препарата ученые поделились с коллегами по всему миру, и интерес к продукту вырос в разы. Ведь исследования показали, что люди, употребляющие данный БАД, намного легче переносят протекание коронавируса. Он также помогает организму восстановиться уже после болезни. Опять же, он не лечит ковид, я сразу скажу. Это не лекарство, это биологически активная добавка. И при приеме его во время ковида он ослабляет вот эти все нехорошие последствия ковида, там густая кровь, различные вот эти вот аутоиммунные процессы. Вот это вот все он ослабляет. И, естественно, человек лучше, быстрее выздоравливает, лучше себя чувствует, не страдает, в реанимацию не попадает. В 2018 году авторы бетукладина получили на свой препарат патент. Сегодня этот продукт считается полностью изготовленным в Якутии. После получения сертификата, по плану уже в октябре этого года, ученые будут готовы к продаже и полному сопровождению продукта, если предприниматели решатся на массовое его производство. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В рамках своего визита в Мирнинский район глава республики Айсан Николаев встретился с участниками мотоклуба в поселке Надежный. Мотоклуб «Своя волна» был создан в 2013 году инициативной местной молодежью. Клуб объединяет свыше 20 молодых людей, среди которых есть и девушки. Определено и место для катания ребят. Благодаря поддержке местной администрации для них выделили специальную площадку. Между тем, благодаря грантовой поддержке провели освещение и благоустроили территорию мототрассы. Айсан Николаев поблагодарил ребят за активную гражданскую позицию и пожелал мотоклубу дальнейших успехов. Да, тоже сами поставим. Причем зимой условия, еще и... Это называется мотокросс. Здесь это все как бы на личных началах начинали. Мы пришли к мэру, попросили, вот он территорию выделил, и мы своими руками все начали. Конечно, здесь без компании, однозначно, без помощи компании здесь не поднять это все. Но здесь уже больше на физкультуру хочется, то есть уже не профессиональный спорт, но физкультуру, чтобы людям было, допустим, после работы, где заниматься, вот поэтому все строится. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, берегите себя, не забывайте носить маски и перчатки. До встречи!